Аидыхангьы шьыбала-ԥсала хәадан, аинаука. Амӷьангьы қьанан, акьанагьы уафаҿ дыхәадакаиты, ӷакьахь ӷафа, шьахьла-ԥса иадышәфан, саба уанангьафы-ԥса шәфааны, ҟан ӷаӡӷаҟа. В Абхазии впервые проходят лекцию узбекского языка. Вячеслав Чирикпа начал профессионально изучать язык во время работы над диссертацией. В 1991 году ему удалось записать речь последнего убыха носителя языка Тевфика Эсенч. Ученый собрал много материалов о культуре и традициях убыхского народа. В настоящее время, благодаря проведенным экспедициям Вячеслава Чирикпа, у его студентов есть возможность познакомиться с ценными материалами, услышать речь последнего убыха, увидеть исторические фотографии. В Абхазии есть такая в Абхазском университете единственный в мире, который продается уникальный язык. Кстати, уникальный убыхский язык занесен в книгу рекордов Гиннесса как язык, в котором наибольшее количество согласных, 80 согласных. Так что я думаю, что это очень хорошо, что мы здесь его изучаем так. Я надеюсь, что может кто-то из них захочет еще дальше изучать язык более углубленно, с научной точки зрения. Лекции в АКУ проходят один раз в неделю по 2 пары. Изучают грамматику и лексику. В группе 9 человек. Эти курсы посетила внучка последнего убыха Зели Порджу Эсенч. Дочь его, она работает на телевидении турецком, и она приехала, чтобы снять документальный фильм об своем отце, о его корнях, о его происхождении. И вот он приехал, сначала она в Париж поехала, где работал крупнейший кавказовед Джордж Дюмизиль, который работал много с Тевфиком Эсенчем. Затем она приехала в Абхазию, очень поразилась красоте нашей страны, а также поразилась, как с таким воодушевлением наши студентки учат убыхский язык, такой для них немножко все-таки странный, правда же, новый язык, но с другой стороны очень много похожего. Грамматика очень похожа на абхазскую, очень много звуков похожих, поэтому им учить, в общем-то, легче, чем, скажем, европейцам. Студенты с большим интересом посещают лекции, изучают убыхский язык. Для них важно через язык более глубоко понять трагическую историю убыхского народа. Мы начали изучать убыхский язык с февраля месяца, и когда мы услышали, что мы будем изучать этот язык, для нас это была прекрасная возможность изучать его, так как у нас в Абхазском государственном университете никто не изучает убыхский язык. И мы очень благодарны Вячеславу Андреевичу, что у нас такая возможность изучать этот язык и узнать как можно побольше об этом языке. Во второй половине XIX века во время русско-турецкой войны убыхский народ был вынужден переселиться на территорию Турции. В результате череды трагических событий народу не удалось себя сохранить, а со временем исчез и язык. Сегодня, спустя сотни лет, в Абхазском госуниверситете по крупицам пытаются воссоздать ушедший язык, передавая знания молодому поколению. Дениза Гергия, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение.